Дорогих гостей из Москвы Рамзан Кадыров встретил в аэропорту столицы. Это не официальный визит, а встреча близких людей. Прямо у трапа самолета лидера старейшего в России байкерского клуба Александра Залдастанова и его соратников ждут их железные кони. Сейчас в Грозном, конечно, не очень обычно, прилетели на самолете, но тем не менее, я сейчас понимаю, что, наверное, лучше нам было это сделать, потому что все готово, весь коллектив, все ребята, все, сам президент республики, и даже мотоциклы для нас тоже готовы, на которых мы можем ехать. Поэтому, такое может быть этой весной какая-то новая точка отсчета для ночных волков. Она будет сегодня поставлена здесь, в республике. Этой весной ночные волки стали настоящими героями. Очередной пример любви к родине и истории ее народов они продемонстрировали в ходе своего многодневного мотопробега, проделав непростой путь от Москвы до Берлина. Несмотря на все препятствия антироссийски настроенных сил, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне им удалось напомнить европейцам, кто освободил их от фашизма. Реальной полной победы еще в 21 веке, в 2015 году от Рождества Христова, что называется, знаете. То есть, действительно, все, колонна из 15 мотоциклов превратилась в 3000. И где-то превратилось в несколько десятки тысяч людей, которые пришли в треппарк встречать ночных волков. Ничего не помогло этим русофобам, да, относительно нашей поездки. Не вышло их ничего, не получилось. Наши предки доказали, что у нас все получается. А когда братья едут, там, почти память, показать всему миру, что у нас все народы едины, там, политические игры, это понятно, там, и абсолютно не было сомнений, наш представитель, он с ними, со всеми, так сказать, в нормальных отношениях, потому что любые конфликты, связанные с не только чеченцами, с мусульманами, он налаживает на месте. И приятное мероприятие было на нашем там угодное для всем, поэтому не было сомнений. Он показал себя как политик, дипломат и как настоящий достойный Российской Федерации. С аэропорта мотоколонна во главе с Рамзаном Кадыровым и Александром Залдастановым двинулась к центру Грозного. По пути их встречают жители и гости столицы. Это не первый визит участников мотоклуба в Чеченскую Республику. Ночные волки неоднократно проводили в регионе фестивали. Сейчас отделение клуба функционирует в 33 городах России, а также Белоруссии, Латвии, Македонии, Сербии, Болгарии и Германии. Участником клуба является и чеченский лидер. Главная цель визита ночных волков в Грозный – официальное открытие отделения клуба в Чечне. За 20-летнюю историю существования у клуба сложились свои традиции, которым свято следует. И каждый, кто вступает в ряды мотолюбителей, обязательно должен принести клятву. Первым ее прочитал Рамзан Кадыров. Я с удовольствием вступаю в ряды ночных волков, и я люблю эту организацию, уважаю в принципе. Поэтому я зачитаю клятву. Вступая в тропу ночного волка, беру на себя обет верности и преданности клубу «Ночные волки», подчинение его законам и дисциплине. Эта торжественная присяга обязуюсь, не жалея сил, перенося тяготы и лечение, укреплять позиции клуба, усердствовать в строительстве его образа. Я согласен и полностью разделяю идеи клуба, основанные на патриотизме и служении матери России. Я готов ради клуба на поступки и действия. Если когда-либо я совершу поступок недостойный ночного волка, обязуюсь вернуть собственность клуба беспрекословно и никогда не нарекусь иным именем.
Вслед за главой региона в клуб вступили руководитель администрации главы и правительства Магомед Даудов и мэр столицы Ислам Кадыров. Еще одна важная традиция – церемония вручения жилетов клуба. Кстати, они тоже делятся на категории. К примеру, самый ценный – это жилет полных цветов. Он может принадлежать избранному ночному волку. Учитывая то, что перед нами руководитель республики, учитывая то, что он герой России, который действительно всей своей жизнью и своим подвигом на своем месте доказал право быть первым не только в республике, не только, может быть, даже в масштабах России эта личность, но еще она доказала свое право иметь клубный жилет сразу с полными цветами. И это было принято у нас в клубе собрание всего мотоклуба «Ночные волки» всей России практически единогласно. Мы это будем ценить, не только я, и отделение наше, все они достойно будут нести знания «Ночных волков». В чеченском отделении «Ночных волков» пока состоят 18 участников. Все они принесли клятву верности принципам клуба и получили жилеты. Они как символ. По традиции «Ночных волков» их нельзя даже давать мерить другим. Не просто жилет, который мы купили. Это труд людей, это патриотизм, это духовность, это дух России. Поэтому надо относиться ко всем, что мы делаем, да, серьезно и проверять надо патриотизм везде. Отдел жилет, уже ты должен нести ответственность за это. Поэтому мы сегодня провели такую первую процедуру. Наши ряды будут пополняться. И граждане России, не только граждане России, но и Европа показала, как они относятся к России, как они относятся к ночным волкам. Мы это видели. Поэтому мы должны прибавляться и не только там добавлялись головы, а дух, патриотизм, любовь к родине. Это самое главное цель. Если даже нас будет 10-20, это хватит для всех. Главное, чтобы мы были вместе. Единство самое главное. Глава Чечни получил в подарок флаг «Ночных волков». Свой атрибут теперь и у лидера регионального отделения клуба. Исторический момент запечатлела фотография на память. Это носит еще символическое значение, вот то, что мы делаем. Мы сейчас в особую эпоху живем в России, когда Россия объединяется, когда она становится уже державой. То, чем мы так долго ждали, сейчас реализуется. Символ того, что мы вместе, что мы одна страна. Вот. Вне зависимости от того, какого вероисповедания мы и где мы живем на территории России. На второй день пребывания глава республики пригласил теперь уже товарищей по клубу на шашлык. За застольем «Ночные волки» рассказали, как их встречали на улицах городов Европы, где само население приветствовало российских байкеров с цветами. И такой встрече не могли противодействовать даже действия местных проамериканских властей. Время на природе пролетело незаметно. Традиции гостеприимства показали и танцевальные коллективы республики. Шашлык, рыбалка и природа. О таком спокойствии участникам клуба из Новороссии, которые приехали вместе с руководителем «Ночных волков» в Чечню, на родине пока приходится только мечтать. Как отмечают ребята, здесь они увидели настоящих патриотов, и им есть к чему стремиться. Действительно, здесь была беда, та же самая, которая дома сейчас у нас. И то, что мы здесь сейчас видим, это и есть победа. Это восстановленная и дороги, и инфраструктура, и жизнь людей нормальная. И просто вот дети, которые сейчас танцевали, ну, детей же не расскажешь им, не заставишь взгляд их поменять, а в глазах это видно, что это любовь. И еще знаете, что здесь видно, что здесь живут настоящие патриоты. Провожая друзей в дорогу, Рамзан Кадыров отметил, что впереди еще много работы во имя мира и спокойствия России, и с выбранного курса мы не свернем. Я уверен, что большинство наших граждан, не только России, и зарубежья, поддерживают эту идею. И мы видели, когда была такая акция по Европе и по России, как нас поддерживали и в Германии, и в Питере, и везде, это не имеет значения. Народ, простой обыватель и жители государств, общества полностью поддерживали идею хирурга. И они поддерживали, даже есть записи, где они кидали цветы, где приносили, так скажем, флаги России сами, где поддерживали, принимали на ура всю акцию. И поэтому я вместе, так скажем,
с хирургом, и клуб для это так патриотическое. Мы еще сделали шаг вперед в патриотическом плане. Мы объединились, и нас никто никогда не может разделить. Мы граждане России, это наша родина. Не имеет значения, русский ты, чеченец, ты, мусульман, христианин, еврей. Мы все вместе, и кто любит Россию, это наш человек. Он действительно есть волк, он есть патриот, и он все. Мы должны обеспечить безопасность, мы должны поддерживать нашего лидера национального Владимира Путина. Мы должны обеспечить безопасность. Вот мы видим, если нет лидера, если нет окружения, что получилось в Украине. Вот то же самое мы не хотим, чтобы у нас было. Мы больше, так скажем, байковский клуб, мы больше, чем мотоциклисты, мы действительно являемся патриотами и защитниками нашего родины. И вот колонна отправляется в аэропорт. В расширении и сплочении команды байкеров России сделан еще один шаг. Уже в аэропорту Грозного Александр Залдастанов отметил, что в столице Чечни планируется создать целый мотоциклетный центр, который станет своеобразной площадкой для всех любителей байка и всех патриотов страны. Новая точка отсчета, в том числе и связанная с именем клуба. И конечно же, огромное такое символическое значение. Вот открытие нашего отделения в Чеченской Республике, да еще связанное с личностью Рамзана, моего друга, и теперь уже я могу сказать брата, вложив всю глубину этого слова. Это сплочение такое не только вот, пусть через нашу культуру, но сплочение всей страны. Это когда, знаешь, в тяжелый момент, когда это происходит, это понятно, что это уже надолго, это навсегда. На своей странице в интернет-приложении Instagram хирург отметил, что роль Кадырова в процессе сплочения и единения народа в России неоценима, и он горд тем, что они в одной команде. Цитата. «Роль Кадырова в этом объединении очень велика, ее сложно переоценить. От его поступков многое зависит. Рамзан на посту каждый день как на войне, на защите Родины. Он воин». Ваид Дадаев, Ясмина Гацаева, Абубакар Абазов, Новости 7.